ГСП онлайн. Городские новости сейчас. «Газпром-Трансгаз Ухта» собрал журналистов на большую пресс-конференцию. Ежегодный разговор о жизни предприятия за год очертил несколько важных тем. Например, не секрет, что многих ухтинцев беспокоит вопрос трудоустройства. Положение дел в городе по этой теме неоднозначно, а как обстоят дела у газовиков? Тем более, что предприятие – одно из центральных градообразующих. Инвестиционные проекты, количество рабочих мест у нас увеличивается. У нас происходят определенные оптимизационные процессы. Оптимизационные – это не то, что глобальное сокращение. Сократите 500 человек и все, да, и точка. Так никто не подходит. Есть просто определенные категории, что касается водительского состава у нас, да, прошли некоторые сокращения. Но мы сокращаем не живых людей, мы сокращаем вакансии. Того в рамках реализации инвестпроектов, да, безусловно, в силу того, что большинство процессов автоматизировано, то есть степень автоматизации очень достаточно высокая, добавляется очень мало персонала. По Ухта-Торжок сейчас мы ввели в основном линейную часть. Сейчас будут строиться компрессорные станции. На компрессорной станции, на каждую компрессорную станцию несколько десятков человек будет добавляться. Это рабочие места с хорошим уровнем заработка. Это все будет происходить. Из других цифр – природоохрана. На эти цели за 2018 год предприятие потратило порядка 417 миллионов рублей. Еще одна важная тема – благотворительность. Общая сумма за прошлый год более 37 миллионов. Гендиректор поделился информацией о нескольких больших акциях «Газпром-Трансгаз». Так, на добровольные пожертвования сотрудников в рамках акции «По зову сердца» за 4 года собрано более 12 миллионов рублей. Эти деньги идут на помощь нуждающимся, в том числе в лечении. За все время помогли 25 людям. Другая акция «Книжки в подарок» позволила выпустить комплекты книг для слабовидящих и слепых детей. Нельзя забывать и о ежегодном марафоне «Мы наследники Великой Победы». Газовики также собирают средства внутри коллектива. Общая сумма перечисления работников в прошлом году составила более 23 миллионов рублей. Кстати, могу ошибаться, в Сыктывкаре как-то Сергей Анатольевич делился, по-моему, в СМИ освещалась для БНК и, по-моему, на Куринформ информация, что мало денег там собираем. Почему-то деньги, которые мы собираем по этому марафону, почему-то нигде не фигурируют. Наши работники собирают, как правило, не то что значительно, самую большую часть средств. Но это моя ремарка. Безусловно, для обычного горожанина первостепенное значение имеет социальное партнерство с городом. На нем завязано строительство, ремонт и восстановление объектов Ухты. Важная достигнутая веха – аэропорт. Отремонтирована взлетная полоса, реконструирован аэровокзал. Сейчас ждут партнеров, дабы закончить информационные табло, стойки регистрации, ленту выдачи багажа. Сделан ремонт в подразделениях горбольницы в Шудаяге. Это отделение лор, онкологической функциональной диагностики, инфекционный корпус. Как выглядят планы на 2019? В 2019 году в рамках обсуждаемого проекта дополнительного соглашения к договору о сотрудничестве между «Газпромом» и Республикой Коми планируется продолжение капитального ремонта Ухтинской городской больницы, капитальный ремонт Ухтинской детской больницы, капитальный ремонт Ухтинского межтерриториального родильного дома и реконструкция центра Корчевского в городе Ухта, детского центра имени Корчевского. И в 2019-2020 году будет реализован проект строительства водовода в очереди в Ухту. На пресс-конференции представили эскизный проект будущего Дома творчества имени Корчевского. Изменения колоссальные. Однако это будет именно реконструкция, а не капитальный ремонт. Под восстановление подпадает и зооуголок. После крупных работ подразумевается, что в дальнейшем обустройстве территории примут участие не только газовики. Мы разделим это все на этапы, и этапы, которые будут в рамках финансирования «Газпрома» реализовываться, это одна история, это такие капитальные, строения, капитальные вложения. Но проектируем мы, безусловно, вместе со всей инфраструктурой, с наполнением, и потом будем рекомендовать уже городским властям проводить конкурсы, определять подрядчиков, индивидуальных предпринимателей по осуществлению той или иной вид деятельности. И, возможно, даже проговорить, что зоопарк – это тоже как отдельный вид бизнеса, но чтобы они делали именно в рамках той концепции, которую мы вместе со специалистами из Олимпийского комитета, Центра инновационного развития разработали. Гендиректор предприятия подчеркнул, все озвученные проекты возможны с одной очень важной оговоркой – долги региона и конкретных городов за поставленный газ. Для понимания, Алексей Борисович поставил абсолютно
четкое условие. В этом году республика получит средства, которые запланированы были на ремонты, значит, социальных учреждений в городе Уха, о которых вы знаете, да, я могу вам сказать. Но вот получит она эти средства только тогда, когда будет сокращена задолженность за газ, значит, перед «Газпромом». К сожалению, сегодня это и расчетная точка будет 1 мая. К сожалению, сегодня мы констатируем, что задолженность это растет. Поэтому есть большая вероятность, что денег просто не будет, если ничего в этой ситуации не изменится. В 2018 году «Газпромтрансгаз» начал обустройство набережной Газовиков. Этап общего планирования завершен, часть работ уже сделаны. В 2019 предстоит сделать участок до моста к школам 16 и 20, чтобы, например, дети смогли спокойно ходить как в школу, так и в спортивный комплекс. Набережную Газовиков должны благоустроить совместно с муниципалитетом.